Компартии Российской Федерации, номер 11, где Иркутская область, Республика Саха-Якутия, Магаданская область. Там он возглавляет этот список, Евгений Георгиевич. Я второй в этом списке. Значит, и мы очень работаем активно для того, чтобы выполнить сегодня волю тех, кто нас выбрал, стать депутатами Государственной Думы и работать будет намного больше. Может быть, я хотел бы, чтобы было большинство представителей Компартии. И тогда мы сразу изменим очень много, если не все. Поэтому разрешите слово сейчас предоставить Сергею Георгиевичу. Сергей Георгиевич, спасибо. Можно, уважаемые товарищи? Или кто-то хочет, чтобы я называл господа? Нет желающих, чтобы господа? Можно? Хорошо, спасибо. Уважаемые товарищи, я себя не считаю большим специалистом в авиации, в гражданской авиации, хотя должен сказать, что долгое время живу в области и руководил ею, где, вы знаете, есть хороший иркутский аэрозавод, где делают и военные, и гражданские самолеты. В Иркутской области принадлежит аэропорт международный, которым мы управляем, в отличие от очень многих аэропортов, которые принадлежат Федерации Москве. И я всегда стараюсь не только о чем-то рассказать, но и узнать новое, в том числе и от тех людей, с которыми встречаюсь. Я очень рад, что я к вам сюда приехал в училище. Может быть, мы друг другу расскажем, что кто из нас не знает. Но вот я хотел прежде всего вопрос задать курсантам, наверное. Вы знаете, что это за самолет? Есть кто знает? Ну, вот. Не знаете? Тогда я вам расскажу. Значит, это Ту-144, сверхзвуковой гражданский лайнер, который остался с советского времени один, находится в Подмосковье на военном аэродроме в Кубинке. Значит, было два в мире самолета сверхзвуковых гражданских лайнера. Наш, вот этот Ту-144, и французы вместе с немцами и другими европейскими странами делали Конкорд, может быть, вы слышали. Вот. Наш был по всем показателям лучше. Лучше он был с изменяемым носом и так далее. Если вы спросите, когда он был создан, больше 40 лет назад. Теперь давайте зададим вопрос себе. А что сделано из современных самолетов за последние 30 лет? Можете ответить? МС-21, который мы выпускаем или должны выпускать на нашем иркутском аэрозаводе, он еще не летает. Он не летает по одной простой причине, что для него мы, Россия, не можем сделать двигатели. Двигатели должны делать пермские моторы, у них не получается. Сделали несколько экземпляров самолетов, в частности, вы, наверное, знаете такую иностранную фирму, корпорацию Price Whitney. Вот. Они поставили нам несколько двигателей, вот на этих нескольких двигателей мы сделали, значит, учебные полеты, испытательные полеты. Все. Ну, может быть, кто-нибудь из вас скажет еще сухой суперджет, который на Бамуре сделали. На 90% состоит из иностранных импортных деталей. Вот это все, что сделали в нашей стране под руководством сегодняшнего правящего режима за последние 30 лет. Те самолеты, которые в массовом количестве выпускали в советское время, Ту-154, Ил-62, ну и те, кто поменьше, Ан-24 и так далее, Ан-26, они эти более мелкие уже дорабатывают
Ту-154 и Ил-62, у которых скорость была выше, чем у сегодняшних Боингов и Airbus'ов еще 40 лет назад, уже тоже доработали, и они не летают. Вот по этому даже признаку можно оценить, а что сегодняшняя власть сделала для страны, для вас, для курсантов, для старших поколений. А давайте вспомним, сколько в советское время в республике было аэропортов. Помните? 15. Сколько сейчас летает? Копейки. Вот еще один пример. Я могу вам приводить примеры такие, куда наша страна опустилась, попала по любому виду социальной сферы, экономики и так далее. В сельском хозяйстве сегодня осталась половина пахотных земель, которые распахивались в советское время. Половина. Прошло 30 лет. Мы доработались до того, наверное, может быть, вы из вас слышали, видели, что сегодняшняя наша морковка дороже, чем бананы из Эквадора. Слышали эту историю? Разве так может быть? В нормальном государстве, в нормальной стране, где морковка у нас вырастает вплоть до северных территорий, а это везем из Эквадора. Могу привести десятки, сотни примеров в экономике, в промышленности. Вы у себя можете по республике сказать, какие заводы и фабрики были, какие сегодня уже не работают. Это по всей стране так. И об этом можно было говорить долго, долго и долго. Теперь давайте представим себе, вот, исходя из выборов, то, что сказал Виктор Николаевич, если те, кто сегодня управляет, если они 30 лет, за 30 лет довели страну до такого состояния, что 40 лет назад это было лучше, чем сегодня, можно дальше доверять. Человек, который у вас 30-40 лет занимал деньги, и потом снова пришел и говорит, ну дайте мне еще раз, доверьте мне. Будете вы ему давать? Да нет, конечно. Верни то, что брал, или отдай, что обещал. Грустная ситуация, вот. Но у нас в стране есть примеры, что можно из этой ситуации выходить. Значит, Виктор Николаевич уже сказал, под нашей, с нашей помощью в нашей большой стране России работают так называемые народные предприятия. Вот в Иркутской области, мы с Виктором Николаевичем там позавчера были, когда был у нас в Иркутской области, есть свинокомплекс, где 100 тысяч свиней выращивается. Огромное количество. Значит, мы помогаем как партия, как партийная организация. Я дружу с генеральным директором уже много лет. И это предприятие, сельскохозяйственное предприятие, где заработная плата рабочих выше 100 тысяч рублей. Это факт. Это факт. Значит, работает там на этом предприятии, на позавчерашний день, 1060 человек. Вот. Они ветераны этого предприятия, их уже там набралось тоже около 3000 человек, которые работали и ушли на пенсию после этого. Они каждый праздник получают такие наборы, что они их до следующего праздника едят, как говорится, там и колбаса, и многое другое. Это вот предприятие народное. Таких предприятий несколько у нас в России. Это в Мариэл, в Звенигородской, где Иван Иванович Казанков возглавляет, которого я очень хорошо знаю. Это совхоз имени Ленина в Подмосковье, который возглавляет Павел Николаевич Грудинин, которого сегодня пытаются добить. Если бы вы к ним приехали на это предприятие, вы бы увидели чудеса, которых по стране нет. Там такая школа, как он построил для своих работников,
Там у него, кстати, в этом году пошло 5 первых классов. Он не может уже в этой школе их всех вместить, и желающих очень много, и пристрой никак не может построить. Но такую школу – это дворец. Это дворец для детей, которые, значит, там ходят и которые заслужили, это же 21 век. Если бы вы посмотрели бассейн, который он сделал, смотрели жилье, которое… Это, ну, мы фильмы выпускаем, это же не картинки, это не мультики. Мы показываем, что за это народное предприятие делает. Значит, Казанков, Звенигородская, Измариэл поехали на европейские конкурсы среди всех, значит, сельскохозяйственных предприятий, крупнейший европейский конкурс. Завоевали из 32 видов продукции 29 золотых медалей. Народное предприятие. Почему это не делать сегодня по всей стране? И там нет разделения. Вот у Сумарокова 561 человек учредитель. Кооператив. Каждый имеет право голоса, так же, как и генеральный директор. Вся собственность неделимая. Его не возьмешь там по частям, по акциям и так далее. Они приняли такие решения, все подписались, и все стоят жестко мертвые, и их не возьмешь. Даже вот в этих сегодняшних условиях буржуазных. Ну, может быть, не очень удобно говорить о себе, но факты же есть факты. Я за 4 года в 2 с лишним раза увеличил бюджет области. Был 97 миллиардов, стало 213. Строилось 55 объектов социальных, школ, больниц и так далее по области в год. При мне 321 стало. Мы в 4 раза увеличили строительство дорог муниципальных. Мы на 75% увеличили инвестиции и так далее, и так далее, и так далее. Я сегодня докладывал на, значит, сегодняшнем круглом столе. Сначала не верили люди, но потом статистика, это же не я их придумал. Даже в этих сегодняшних условиях, если ты хочешь работать честно и ради людей, ты можешь это сделать. Вот у нас сегодня и в Иркутской области, и в республике мы пережили очень серьезное, я бы сказал, страшное время, это вот пожары, лесные пожары. Если бы кто-то из вас задумался, а каковы причины того, что вот такие пожары сегодня бушуют, я вам назову. Первое. В 2005 году был принят Государственной Думой, так сказать, мы голосовали против, пытались всячески, чтобы, значит, этот закон, этот кодекс не был принят. Я помню, как я сам, так сказать, обращался к депутатам, единороссам: не принимайте этот кодекс, это грозит тем, что мы вообще без леса останемся. А там элементарные вещи. Значит, снижение в 10 раз количества лесников. В 10 раз. Вот пример, сегодня нам замдиректора института рассказывает. В республике было 3000 лесников, осталось 260. Разве они могут уследить за тем, что происходит по всему лесу? А у них ведь обязанностей огромное количество. И за флорой, и за фауной, и за этими незаконными рубками, и за дорогами, и за мостами. За всем должны следить. Разве может по всему лесу 254 миллиона гектаров 260 лесников? На одного человека 1 миллион гектаров. Мы говорили в 2005 году, что к этому страна придет. Нет. Приняли решение, нас не слушали, Единая Россия. Вот сегодня мы пожинаем эти плоды. Мы говорили о том, что давайте сделаем, значит, слежение. Сегодняшняя техника позволяет за незаконными рубками. Я в 2017 году добился у президента разрешения сделать эксперимент. Так называемое чипирование леса. Лес нужно не только срубить, спилить, но и вывести. Около 1000 лесовозов официально в области зарегистрировано как вывозка леса. Мы на каждый поставили чип. И в любой момент времени наше Министерство лесного комплекса знало, куда этот лесовоз идет. Не тогда, когда там на дороге гаишники, все остальные сходят и начинают там проверять, а уже заранее знают, куда ехать, а куда не ехать, как говорится, к тому лесовозу. Мы за 1 год
в 2018 году в 2 раза снизили количество незаконных рубок. Потому что, а вывести не могут, потому что они все под контролем. Потому что все в программе, потому что если идет лесовоз, его лесник или гаишник остановил, навел смартфон, а там написано в этом чипе. Вот, значит, вот здесь срублено, туда ты везешь по такому договору, значит, в такое-то время должен делать. А если ты при этом этот лесовоз находится за 1000 километров, ему вопрос, а ты что тут делаешь? Значит, это незаконно. Так вот, эти вещи все, которые мы сделали, это привело, что в 3,5 раза увеличилась отдача от леса налогов в область, а в республику, федерацию еще больше. Признано всеми этими, так сказать, федеральными структурами. Я там много раз выступал на правительстве, рассказывал. То давайте распространять. Думаете, хоть и в одной области распространяли? Вот он здесь пример. А потому что невыгодно. Потому что есть люди, чиновники, которые говорят, не должно быть все чисто и прозрачно. Потому что если мы вам даем воровать лес, значит вы нам что-нибудь дадите в ответ. Откат или как угодно. А здесь уже ничего не получится. Если я понимаю, что у каждого из вас, хоть молодого человека, хоть постарше, наверное, нет времени, возможности вникать вот во все эти направления, тем более далекие, допустим, от вашей профессии, от вашей учебы. Поэтому, на мой взгляд, значит, вот такие встречи, когда приходят люди, которые знают что-то из других областях, они в том числе и должны и для вас приносить пользу. И я хочу вам раскрыть глаза на то, что происходит в нашей стране. А вы сами принимайте решение. Товарищи коммунисты, наши сторонники, ветераны нашей партии, ветераны тыла, труда, те, кто создавали и создали великое государство, многонациональную республику, которая одна из первых включилась под руководством Максима Кировича Амосова, потом Васильевича Аюнского, Сидора Барахова, Лигина Курова, включились одни из первых реализации революционных задач и достижений. И в ближайшие 5-10 лет произошла и вторая революция, когда якутский народ, трудолюбивый, с такой огромной историей, смогли советская власть вместе с народом отделить животных от жилья. Это была вторая революция. За 5-10 лет 1% населения был грамотный в нашей республике, и сегодня в ближайшие 10 лет была революция, грамотный стал народ. И сегодня наша республика вообще одна из первых по числу высшего образования, среднего образования, истории своей страны. Сделано вместе было, сюда приехали очень многие учителя, врачи. И вместе с республикой сделали республику одной из самых здоровых, самых счастливых, самых дружных, которые за эти годы советская власть и до войны, и после войны восстанавливали, внесли весомый вклад в победу, как и весь советский народ под руководством Сталина, великого Ленина, одержала победу. 66 тысяч у нас было призвано и воевали на фронтах Отечественной войны. К сожалению, половина из них не вернулись. 25 героев Советского Союза. Поэтому и эта история, эта страничка, казалось бы, глубокий тыл, сколько сделали для фронта. За 3 года, 41-43 год, на фронт было поставлено 40 тысяч рыбной продукции, вяленой продукции, для того, чтобы питание фронта. Все было сделано и делалось. Поэтому мы
сегодня, прежде всего, открывая нашу встречу, склоняем голову в великой памяти наших ветеранов, которые все это сделали и оставили нам великое завоевание, которое мы на каком-то этапе не уберегли. Но сегодня мы все сделаем. И 30 лет я хочу поблагодарить вас, наших коммунистов, наших ветеранов, которые 30 лет, многие не дожили до этого периода. А что я имею в виду? 19 сентября будет большой перелом. Будет перелом, когда к власти придет в Государственной Думе, придет большинство депутатов Государственной Думы, представляющих Компартию Российской Федерации и сторонников нашей партии, настоящих патриотов. Вот к этому очень многие, значит, отдали и вы, и те, кто не дожил с нами, мы им очень склоняемся на их памяти, и лучшая память это будет наша борьба и победа. Делегацию Иркутской области, делегацию наших коммунистов, сторонников. Мы в этих Государственную Думу знаем, что 450 депутатов будет избрано по одномандатным округам. У нас съезд утвердил в Якутии, от Якутии выдвинули мы Петра Амосова. Он активно работает вместе с вами, чтобы завоевать мандат депутата Государственной Думы по одномандатному 24-му избирательному округу. И федеральный список, где утверждено более 300 кандидатов, будет избрано 225 депутатов, и федерально создано 36 региональных групп. Одна из них – это Республика Саха-Якутия, Иркутская область и Магаданская область. Список этот возглавляет Сергей Георгиевич Левченко, выдающийся, я скажу, руководитель, коммунист. И второй в списке я нахожусь при вашей поддержке. Центральный комитет партии нашел возможность, учитывая все наши работы, включить вторым в списке, значит, Губарева. Все есть возможности для того, чтобы 2 депутата по этой региональной группе, а может быть и 3, будут проведены в Государственную Думу. Третий – Сумароков. Это Илья Алексеевич, известнейший коммунист, ветеран партии, руководитель крупнейшего усольского свинокомплекса, который сегодня народное предприятие, как колхоз имени Ленина Павла Николаевича Грудинина, как, значит, предприятие Казанкова Ивана Ивановича, показывает замечательные успехи, что можно строить даже в этих условиях, в которых преследования давят. Все делают для того, чтобы народ не увидел, что можно, когда есть цель работать для народа, достичь таких замечательных успехов. Мы в составе делегации, я хотел несколько тоже ознакомить немножко. Кагарлицкий Борис Юльевич, профессор, кандидат политических наук. Но мы все марксисты, но он более, наверное, настоящий марксист, вот так называют. Он очень много сделал для того, чтобы народу объяснить сегодня, объяснить очень многие нужные вещи, как сегодня голосовать, как не дать себе сфальсифицировать выборы. Очень много, значит, теоретических его работ, которые мы находим, и теоретические, и моральные силы, когда теория овладевает массами, может достичь большого успеха. У нас мы сила в союзе. Сегодня очень активно работаем вместе с движением, всероссийским движением «За новый социализм» Николая Николаевича Платошкина. И здесь Альберт Николаевич присутствует, координатор этого движения в нашей республике. Он очень активный человек, и его сегодня активно они участвуют в избирательной кампании, чтобы как можно завоевать победу в Государственной Думе. У нас ряд замечательных и талантливых людей, которые занимаются медиаресурсами. Я бы подчеркнул, что у нас здесь Владислав Жуковский.
Здравствуйте, всех приветствую. А где у вас сон закончился? Ну выйди сюда. Я с девушками якутскими. Сюда выйди, Я с пожалуйста. якутскими девушками, не отвлекайте меня. Все понятно. Мы заняты. Ну вот он даже здесь работает, конечно, это замечательный, но вообще он и выступает активный. Он доверенное лицо, одно из самых таких, ну все активные, но он из самых активных доверенных лиц Коммунистической партии Российской Федерации, Спасибо нашего большое. партийного Спасибо, списка, и много для этого делает. Он у нас земляк. Да, так Да, у называется. нас земляк, иркутский, да, у него здесь да, очень большие корни, Да. здесь работали его Дедушка, дедушка, бабушка, мама, родители, да, да. очень активно. И здесь еще ряд, значит, у нас Стас, Максим, Альберт, ну, вот так они тоже. Артур, то есть, да, Артур. Так что они здесь, вот видите, уже все в работе. Ну, наши, вы наших знаете, да. Тогда слово Василий Семенович, наш первый секретарь, пожалуйста, представляй слово Сергею Георгиевичу. Так, товарищи, И мы сейчас... наше собрание. Ага. Уважаемые участники сегодняшней встречи, сейчас слово предоставляем кандидату, депутату Государственной Думы по партийному списку. Как сказали, это Иркутская, Республика Саха и Магаданская область. Да? Сергею Георгиевичу Левченко. Уважаемые товарищи, ну, во-первых, я очень рад с вами здесь встретиться. Я много раз бывал в республике, в разных местах. Вот, в вашем селе первый раз. И вы знаете, оно даже с виду, с первого взгляда, очень красивое и очень много хороших объектов. Я думаю, что вы, наверное, и по сравнению с другими улусами можете гордиться, сколько у вас хороших, красивых объектов построено. Конечно, у вас очень богатая история, и Амосов, и Винокуров, и многих других людей. И этим, наверное, тоже вызвано, почему уважение такое к вашему улусу и к вашему селу. Вы вот, если смотреть по возрасту, очень долгую жизнь прожили в советское время. Родились, учились, работали. И вы лучше других, лучше молодых людей знаете, что потеряла наша страна, когда распался Советский Союз. Потому что очень многое сегодня по своей силе страна сделать не может по сравнению с тем, что могла страна в советское время. Я, честно говоря, даже не знаю, выиграли бы сегодня мы войну, если бы на нас напали. Потому что народ, люди, они, к сожалению, растеряны, потеряны и не знают даже, чтобы за кого воевать по большому счету, потому что везде есть богатые, которые захватили земли, заводы, фабрики. То есть получается, что заставляют нас в том числе и их поддерживать и за них воевать. Мы вчера встречались в Якутске в училище гражданской авиации. Вот я вам могу привести пример, что, к сожалению, сегодня молодые люди не очень хорошо себе представляют те достижения, которые были в советское время. Вот у них в красном уголке, в актовом зале, такое очень красивое панно, и показано, как летит самолет. Я спрашиваю курсанты, а что это за самолет? Никто не назвал, значит, имя этого самолета. Это Ту-144, может быть, кто-то помнит. Помните сверхзвуковой самолет, который из Москвы летал в Алмату и который сейчас остался в единственном экземпляре, стоит в подмосковной Кубинке на военном аэродроме. Я его видел. Этот самолет был создан 40 лет назад. Я спрашиваю курсантов, а что создано за 30 лет? Какой самолет? За 30 лет не могли назвать. И правильно, потому что через пень-колоду летает один из на 90 почти процентов собранных из импортных деталей сухой суперджет из
Амурской области. И так на крыло не может ставить и наш, в том числе, самолет МС-21, который мы обязали сделать в Иркутской области на авиазаводе. За 30 лет ничего. И думаю, что каждый из вас может сделать вывод, сколько много мы потеряли за последние годы. И в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в науке, и в образовании, и во многом-многом другом. И вот наша с вами задача, я тоже принадлежу к старшему поколению. В советское время я был первым секретарем горкома партии города Ангарска, может быть, слышали, такой город в Иркутской области, 300 тысяч населения, 40% всей промышленности области было в этом городе. Совсем молодым парнем, мне еще 30 не было. И я могу сравнить, что мы делали, с каким настроением и сколько много всего успевали сделать по сравнению с сегодняшней жизнью. Вот я думаю, что наша с вами задача молодому поколению объяснить, что мы потеряли и как на самом деле можно жить. Можно жить с уверенностью в будущем. Можно понимать, что завтра будет все лучше, лучше и лучше. Новые заводы, новые фабрики, новое жилье. Или можно жить, как живут сегодня. Тогда, когда ты спросишь молодого человека, а ты уверен в своем будущем? Он не знает, куда пойдет учиться, не знает после учебы, устроится ли он на работу по специальности, или ему придется искать какую-то другую работу для того, чтобы выжить. Даст ли ему государство квартиру? Не даст. Если сам не будешь много зарабатывать. Сможет ли он обеспечивать свою семью? Будет ли детский садик там, где он живет? Все это потеряно за последние годы, за последние десятилетия. И сами они вряд ли додумаются, молодые люди, до того, чтобы самим сравнить, потому что они этого просто не видели и не знали. А вот наша с вами задача молодежи объяснить, что жить можно по-другому. Жить можно с уверенностью в будущем, жить можно, понимая, что ты государству нужен, жить можно с уверенностью, что государство о тебе заботится, что каждый Новый год будет приносить новые свершения, новые объекты и новые хорошие для нашей жизни комфортные условия. Вот, наверное, самое главное для нас с вами, чтобы все поняли, что мы потеряли и что сегодняшним руководителям доверять нельзя. Что бы они ни говорили, как бы они по телевизору не рассказывали, какая хорошая у нас жизнь, сколько у нас много всего, телевизор выключаешь и смотришь жизнь реальную. А она совсем другая, чем в телевизоре. Левченко. Руководитель. Хвастайтесь. Вот КРС, да, начал с прошлого года начал я. И на лесхоз многократно участвовал и получил на семейное животноводство. И построил коровник, посеял кормовую, и этот засуха не выросла. Не убирали еще, да? Да. Сейчас коровы на детнике стоят. Много купили? 25 шуров. А каких откуда? Заречного района. А что за порода? Швейцарский. Уже отделись, Больше 25? да. Сейчас где-то уже 10 литров. Элементарно, конечно. Первородки. Да. Со второго года нашли. Ну, корму-то, я так понимаю, надо закупать. Да, уже понять. Есть где? Да, договориться. Ну, вот в этом году засуха и пожары слишком много. Поэтому даже сена мало. Там субсидии дают на субсидии дают на все? Да, сказали. Сказали, да? Да. А сколько сказали? Ну, возмещение, транспортировка будет возмещение. Все, понял. Да. А убирать есть чем, если вырастет нормально? Есть?
вот экономить программы вот эти это эконом-вариант, да? 3 в одном. Махать каждый год не надо. Сразу сеешь удобрение. Сейчас вообще перестали пахать возможно. Ну это прилично. У вас сколько площадь? Площадь у меня где-то 250 гектаров. Ну, плохо, что растительной системы нет. Здесь воды нет. Да, как говорится, деньги на ветер не бросаешь. Место шумное. Да. Если поле. Ну, у меня растительной системы нет. Да, если было бы, да, что-то вышло. Да, вот за 3 месяца построил вот это все. Это кто-то строил или вы тут собрались своими? Все подрядчик друг был. Возмещение тебе будет? Да, да, будет. По Сколько гранту, процентов? по грантовой программе 80%. Да. Вот в этом году свет только потянули. В прошлом году здесь построили без света коров. Смотри. Вот этот только делает. А там все нормально. Это насколько? Налог Здесь 50? нет, 25. 25 уже родились, переполнили, да? 20. Да. Еще и местными, вот, которые старого возраста, они живут уже коровами. Как на Всю правду надо рассказывать, а то придут начальство и так просто посмотрят и уйдут. Это не начальство, друзья пришли. Друзья Друзья там пришли. друзья, я не знаю, тут друзей не бывает. Нет, а вот пришли друзья. Пришли друзья. А что не Потом тут мутаешься, и ни хрена не дают. Что это такое, а? Вот тут человек работал так в этом году. Электричества не было. Что это он такое? Ему одному надо пахать и покупать это электричество. Грыжи надо покупать, освещение давать. И навоз руками возить. Что это такое? работает уборка? Ну, надо, чтобы это электричество подвели. Тогда бы все, поилка, все работало бы. Тогда раньше при коммунизме как было? Плохопровод был тут. Я бригадиром когда работал, так? Доярки молоко руками не таскали. Все чище было. А сейчас как? Руками дуем. Какой там это, чистота? Сами понимаете, нет? А сейчас говорят, 60 рублей. Ни хрена не дают. Вот. Подумайте сами. И начальство придет и уйдут там. Я работал тут и этим всем, и до начальства, до бригадира дошло. От рабочего до наводводчика. Я знаю, что это такое. Ну надо это все вернуть. Вернуть надо, а как вернуть? А как? Сейчас выборы будут, Вот. и всех